Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, ну, после таких красивых ораторов мне, конечно, будет трудновато конкурировать с Анастасией Николаевной, но, значит, просто я долго не выступала перед публикой, лет 7 с того дня, как меня вышибло из жизни вот этот мой тяжелый диагноз, который прозвучал когда-то в приговоре. Я здесь представляю клуб Ротари. Я почему хочу в самом начале сказать несколько слов о нашем клубе. Он существует 24 года. Это, наверное, редко кто может сейчас похвастаться, иметь некоммерческую общественную организацию, которая работает так давно. И наши социальные проекты были в основном связаны со здоровьем людей. Вы все знаете, что сейчас в городе и вообще в республике проводятся ярмарки здоровья. А что такое ярмарки здоровья? Эту идею нам привнесли клубы Ротари. Анастасия Николаевна, вы, наверное, помните, как вы в колледже в 2003 году грузили муляжи вместе с нашими работниками мэрии. И эти муляжи, которые мы первый раз видели, они произвели фурор на ярмарке здоровья. Также клубы Ротари по всему миру занимаются хосписами. Что такое хосписы? В России не знали до 90-го года. И в 90-м году немецкие и швейцарские Ротари-клубы помогли открыть первый хоспис в Санкт-Петербурге при мэре Собчаке. И через 2 года в Москве открылся первый хоспис. И сейчас хосписы в Москве есть в каждом административном округе. К сожалению, у нас в Якутске хосписа нет. Так, а сейчас постепенно переходим к теме моего сообщения. Значит, пережившие рак. Значит, да? В нашей стране и, в общем-то, во многих странах диагноз рак всегда звучал и звучит как приговор. И в это как бы уже все даже поверили, и куда ни глянешь, везде публикации, вот столько смертей и перечисление статистика только по смертности. Мне поставили диагноз рак в нашей Япановской поликлинике в октябре 2010 года, и с этой даты у меня жизнь поменялась на до и после. Потому что сейчас многие меня здесь знают, да, но сейчас я перед вами стою уже не так, как Виталина Капитоновна, которая была до 2010 года. Вот так изменила меня болезнь, потому что это действительно очень страшный диагноз. Так, значит, никому не секрет, что когда человек заболевает раком, при приближении смерти все больницы этого человека в самом натуральном смысле выписывают домой умирать. То ли статистику не хотят портить, то ли так построено здравоохранение, я не знаю. Но здесь я бы хотела рассказать 2 случая из моей жизни. Я понимаю, что вы все устали, но, может быть, эта тема может коснуться любого. Дело в том, что вот у меня на руках почти умерли 2 мои подруги. И одна из них была лауреат Сталинской премии, Шахер Галина Васильевна. Она очень тяжело умирала от рака. И они ее из больницы забирайте домой. Меня вызвали к лечащему врачу и говорят, побеседуйте с ней, чтобы ее забрали домой. Я говорю, Галина Васильевна, может быть, вам лучше дома быть, может, там дома легче будет. Она говорит, а куда я пойду? Как? А кто мне поможет? Кто мне окажет помощь? И как она была права. На самом деле, действительно, умирающему человеку помощь очень нужна, и такой помощи практически нет. Например, буквально 3 месяца назад ушел из жизни знаменитый баритон Хворостовский. Он умер в хосписе в Лондоне. И, конечно, это очень достойно, это очень нормально, и это все норма жизни в цивилизованном обществе. И, значит, впервые, что в Москве и в Санкт-Петербурге я уже сказала, и
Вот у нас как бы есть паллиативный центр, как это называется, да, ну, это как бы немножко похоже как бы на хоспис, но хоспис это именно то место, где должны умирать онкологические больные. 7 лет назад, значит, когда мне сказали, что у меня диагноз рак, я начала копать информацию, что же это такое, и вообще вот как все это должно быть. И когда я начала копать, знаете, любая информация почему-то заканчивалась головой для скорбящих. И вот я когда впервые увидела слово «скорбящих», у меня так часто забилось сердце, у меня началась одышка, и у меня потемнело в глазах, и я быстро-быстро закрыла компьютер. И с тех пор моя дочь запретила мне читать всю информацию в интернете, потому что там везде о скорбящих. Или в лучшем случае, что значит, сколько лет останется мучиться этому человеку. И после операции, после жесточайшей химии, я опять начала смотреть, ну, реабилитацией кто-нибудь занимается или нет. Тоже, знаете, одни коммерческие структуры, и там везде цена написана очень дорого. И все они в Москве. И, конечно, это сами дают понять, что у кого нет денег, даже не обращайтесь. Про свои лекарства с этой онкологией я написала все подробно в своей книге, которая выйдет в свет этой весной. Сейчас уже редактор работает, и, в общем, вот там я пишу, каждое слово там правда. Я пишу то, что сама испытала. В какой поликлинике, какой доктор мне что сказал, как меня выставили, как меня любили, как меня приласкали. Там все имена названы, и все больницы тоже названы. В общем, случилось то, что случилось, я не умерла, я выжила. И действительно, операция была у меня, значит, рак желудка, значит, у меня была тотальная резекция, то есть у меня желудка нет, и прошла очень жесточайшую химиотерапию. И на самом деле, вот все же, вот, статистика такая, что вот умер после онкологии, а на самом деле очень многие умирают от химии. Потому что операцию доктора все делают, то, что они могут. Доктора, тут слов нету, да? А вот химия, конечно, пока еще ничего не придумано лучше этой беды. И если ты выживешь, то выживешь. Если тебя во время химии, значит, и я помню, что после где-то 5-го сеанса мои родные врачи, они мне сказали: «Капа, все бросай, кончай, больше не ходи». А я сказала: «Нет, мне сказали 6 раз принять, я пойду до конца». И оказывается, вот они видели, какое у меня тяжелое состояние советов, но, слава Богу, я это ничего не понимала и прошла до конца. Вот выжила, а дальше как жить? В онкодиспансере нашем мне прямо сказали: «А что вы хотите? Мы операцию сделали, химию сделали, вы здоровы, все, мы вам больше ничего не можем». А по месту жительства мне, значит, не повезло в тот раз приемом врача, она сказала: «У вас анализы все хорошие. Вот если бы у вас был бронхит, мы бы вам дали больничный, но с раком мы вам не даем». Вообще, большое спасибо, время вышло. Капиталина Михайловна, какие есть конкретные предложения? Предложения. Значит, всем нужна реабилитация. И вот я вышла с предложением на клуб о том, что давайте сделаем проект для выживших от рака. И на самом деле этот проект особых затрат не требует. Здесь, наверное, могут быть вовлечены очень даже общественные организации, люди, которые работают в социальной среде. Здесь нужна психологическая помощь, онкопсихолог, онкопсихиатр, онкоиммунолог. Также, значит, огромный вопросы питания и диеты. Здесь диетологи нужны,
физическое состояние больного, значит, я перед вами стою, потеряв 40 килограмм веса, и здесь, значит, физическое состояние, лечебная физкультура, массажи, вот это все, и социализация больных для того, чтобы люди не замыкались в себе, и для того, чтобы они не чувствовали себя изгоями общества. И огромная помощь нужна также семье, где есть онкологический больной, потому что жизнь семьи с онкологическим больным тоже резко меняется. И, к сожалению, я вот недавно прочитала информацию, что к 2030 году почти каждая семья будет иметь онкологического больного. Это просто страшная информация. Так, значит, Спасибо за предложения конкретные. и, значит, Анжелика, все время меня перебивайте. Значит, время я понимаю. Значит, мы собираемся запустить этот проект. И я думаю, что если вот к нам кто-нибудь присоединится для реализации данного проекта, мы были бы очень рады. И у нас есть уже свои предложения конкретные, что сделать. И мы с этим предложением собираемся выходить уже в премию. И хотелось бы обхватить все вузы, потому что они больше всех обделены в этом вопросе. Все, желаю вам всем здоровья. Спасибо, Анжелика, что мне дала такой. Да. Большое спасибо.